Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем серию вебинаров на тему формирования жизненных компетенций у детей со сложной структурой дефекта на уроках социально-бытовой ориентировки. Зовут меня Журавлева Елена Васильевна. Я учитель класса детей со сложной структурой дефекта с нарушениями интеллекта и нарушениями слуха. Сегодня мы рассмотрим следующий вебинар, посвященный теме формирования жизненных компетенций, эмоционально-волевые компетенции. Итак, рассмотрим формирование разных жизненных компетенций у детей со сложной структурой дефекта на уроках СБУ. Для социальной адаптации глухих детей большое значение имеет учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка», который помогает детям ориентироваться в окружающей жизни, помогает выбрать свой путь, свой взгляд на мир. Предмет СБО изучается в специальных коррекционных образовательных учреждениях, в которых обучаются дети, имеющие нарушение слуха или интеллекта. Главная цель этих уроков – подготовить учащихся к будущей самостоятельной жизни. Дети с нарушениями слуха испытывают большие трудности в социальной адаптации в силу крайне ограниченного словарного запаса. Роль уроков СБО в процессе обучения и воспитания обучающихся коррекционных школ незаменима, так как здесь формируются знания, практические умения и навыки о бытовой и социальной сторонах жизни, посильное участие в труде и общественной жизни. Итак, рассмотрим эмоционально-волевые компетенции. Что же такое эмоции? Что такое эмоциональная компетентность? Эмоции – это переживание конкретного человека, связанное с удовлетворением или неудовлетворением его интересов. Эмоции неотступно сопровождают нас всю жизнь с самого рождения, но нельзя совершать поступки исключительно под влиянием эмоций. Человек должен уметь сознательно ими управлять, поэтому кроме эмоций ему, конечно, присуща воля. Вместе эмоции и воля составляют эмоционально-волевую сферу человека. Развитие эмоционально-волевой сферы – это один из важных аспектов воспитания ребенка. Дети со сложной структурой дефекта не умеют выражать свои эмоции, не могут различать эмоции по картинкам. Эмоции умственно отсталых детей однообразны, оттенки переживаний очень бедны или вообще отсутствуют. Часто дети не способны сделать усилие воли, не могут управлять своим поведением. Эмоционально-волевая компетенция – это совокупность способностей, которые позволяют человеку управлять своими эмоциями, избегать конфликтных ситуаций, конструктивно решать проблемные вопросы, что достаточно сложно сделать именно в работе с детьми со сложной структурой дефекта. Например, рассмотрим урок по теме «Решение конфликтов помогает детям научиться решать конфликтные ситуации». Объяснение глухим, умственно отсталым обучающимся такого понятия, как конфликт, проводим мы с помощью жестов. Сейчас я покажу небольшой фрагмент нашего урока. Конфликт. Как это? Что за жест конфликт? Конфликт, как два петуха, да? Конфликт, ссора. Ссора еще. Спор. Что такое спор? Спор, когда два человека спорят. Ну, спор бывает добрый, а бывает и не очень добрый, да? Бывает, что спор приводит к конфликту. Так. Даже так говорят, живут как кошка с собакой, потому что часто кошка и собака не дружат, да? Часто дерутся, бывает даже кусают. Глухим детям достаточно трудно освоить новые понятия, даже с помощью жестов. Например, понятие «компромисс» – это достаточно сложное понятие, вводим его на примере жизненных ситуаций. Сейчас вы увидите маленький фрагмент знакомства именно с этим понятием «компромисс». Сегодня мы познакомимся с новым словом. Это слово «компромисс». Прочитайте, пожалуйста. Компромисс. Компромисс. Что же это такое? Когда договориться могут люди. Вот идет спор. Два человека спорят. Помните, как у нас было? Один стул делили Рома и Никита, да? Значит, мой, нет, мой. А как можно было поступить? Долго ребята ссорились. Как сделать? Что можно было? А что сделать, чтобы спора не было? Ну, поломать, разделить стул. Да. Вот так его распилим его, разделим. Нет, а что сделать? Можно было вместе дружно пойти поискать, где второй стул, да? Сказать, давай, ладно. Или друг другу. Так, ну, конечно, закреплять понятие «компромисс» можно и нужно на жизненном примере.
вами попробуем найти компромисс. Встаньте, идите сюда. Посмотрите, прочитайте, пожалуйста, что написано на экране. Мозг. У вас тоже есть узкий мозг. Подождите, слушайте. Вам нужно по этому мосту пройти. Но пройти вдвоем вместе нельзя. Нужно по одному пройти. Узкий мост, маленький. Там внизу очень глубоко. Пропасть глубоко. Можно упасть и погибнуть сразу. Ясно? Подумайте, как, что сделать. Подумайте, договоритесь, иди сюда, Доминика. А ты сразу уже пошла. Договоритесь, как можно сделать. Вот, уступить можно, уступить. Так, ну давай, иди вставай сюда обратно. Договаривайтесь. Иди первый. Иди первый. 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 Так. Пожалуйста, можно сказать. Можно так решить? Можно. И тогда никто не упадет вниз. Уступили друг другу, да? Вот вы увидели, каким образом именно на примере, на житейском примере можно дать такие сложные понятия. Довольно сложно проводить анализ ситуации отношений детей в семье и в школе. Нужно научить находить выход из конфликтной ситуации. Посмотрите, как это можно сделать на уроке. Так, ребята, поговорим о конфликте. Между тем и тем бывают конфликты. Посмотрите, первая картинка. Кто спорят? Кто? Кто там? Взрослые? Да. Взрослые, посмотрите на первой картинке. Мать. Малыши, дети спорят, делят игрушку. Да. Так, бывает у вас Вика и Ярик спорят дома? Бывает такое? Ссорятся? Ругаются? Да, другая. Бывает, а плачут потом. У малышей бывают такие ссоры. Ты сестра старшая, что можно сказать? Как помочь можно? Такой. Успокойся, сказать верно. Можно вот так за шиворот растащить? Можно? Нужно объяснить. Физически сильно не надо наказывать, нужно говорить. Нельзя. Зачем шумите? Можно наказать, сказать, уберу игрушки. Не дам игрушки, понятно? Никита, у тебя Богдан тоже? Бывает, плачет, злится. Так, ладно, дальше идем. Посмотрите, вот мама и дочка, мама и сын, папа, может точно так же конфликтовать с сыном или с дочкой. Бывает такое? А у вас с мамой бывают конфликты? Бывают? Часто, много раз. Редко? Редко, мало. Мама. Постарайтесь маму слушать. Вы всю неделю здесь, понедельник, вторник, среда, все здесь в школе находитесь. Дома только выходные, суббота и воскресенье. Постарайтесь слушаться маму, внимательно слушать, помогать. Мама скучает без вас, понятно? Так, следующее. Мама, папа. Мама и папа. Бывает такое? Бывает, ссорятся. Это хорошо или плохо? Плохо. Конечно, надо спокойно маме и папе потом сказать, не надо ссориться. Нужно спокойно разговаривать, да? Потому что ссоры мешают всем, и взрослым, и детям. Так, в школе бывают конфликты? Учитель и ученик бывают. В школе есть такие учителя у нас? Или нет? Нету? Все добрые? Да, ну хорошо. Так. Так, очень помогают на уроках минутки релаксации для снятия напряжения, для создания положительного эмоционального состояния, эмоционального фона на уроке. В эпизоде, который вы сейчас увидите, также будет представлена дыхательная гимнастика, которая очень нужна детям с ДЦП. А как раз дети нашего класса, помимо нарушения интеллекта и нарушения слуха, имеют диагноз ДЦП. Слушайте, у каждого из нас есть сердце. Есть? Где у нас сердце? Ники здесь, Никита здесь, правильно. А в природе есть солнышко, я вам говорила, да? Солнышко. Солнце светит и греет, дарит нам свою теплоту, тепло, заботу свою. Когда солнце, когда и настроение хорошее. Давайте мы с вами тоже добавим в наше сердечко чуть-чуть тепла. Добавили? Сердце стало побольше. Давайте еще туда положим заботу. Что такое забота? Помощь
помощь малышам, например, или старым людям. Так, еще добавим туда ласку. Что такое ласка? Ласка, конечно, ласка. Поласкаем, да, малышей, к маме ласково, к учителю, к другу. Сердце стало большое. Человеку, у которого большое сердце, говорят об этом человеке, добрый, хороший человек. У него горячее, большое сердце. Понятно? Я хочу, чтобы вы такими людьми были. Добрыми, ласковыми, помогали во всем. Хорошо? Все, немножко отдохнули, дышим. Очки приготовили через нос. Еще раз. Еще раз. Молодцы. Хорошо. Ребята. Мы увидели небольшой фрагмент. Такие гимнастики, именно дыхательная гимнастика очень полезна для детей. Такую гимнастику проводим практически на каждом уроке. Очень трудно знакомить детей с абстрактными понятиями и закреплять их. Приведем пример проведения словарной работы по теме качества личности. Все понятия, которые абстрактны, которые мы не можем на конкретном примере показать, осознать и понять детям достаточно сложно. Посмотрите, как это можно сделать. У вас перемешаны разные слова. Здесь есть слова теплые, добрые. Нужно их вот сюда, в эту колонку. Есть слова, которые показывают не очень хорошие человеческие качества. Такие грустные, злые, может быть. Их нужно сюда, понятно? Называем, показываем жест. Давайте. По одному давай. Никита. Хорошо читай, чтобы гости понимали, что читаешь. Слезы. Слезы. Куда их? Сюда, к солнышку или к тучам? Так, взаимопонимание. Вот сюда можно, бывают слезы радости. А когда они, например? Например, Доминика получила 5. Домой приехала, показала маме в дневнике. У мамы слезы радости, да? Так, ладно. А можно было вот сюда слезы? Бывают? Тоже бывают. Обидно, когда, например, да? Так. Дальше, Доминика, читай. Доброта. Доброта, хорошо. Никита, слушайте друг друга. Вместе работаем дружно. Так, дальше. Мир. Что такое мир? Мир, хорошо. Дальше. Крик. Крик. Это хорошо или плохо? Плохо. Никогда крик к хорошему не приводит. Вы видите, когда словами они объяснить не могут, они показывают жестом, как понимают это слово. Дальше. Что такое трудное слово? Нежность. Что это? Нежность, Доминика, помогай. А? Нежность? Нет. А куда? Никит, туда или туда? Как вот думаете? Правильно. А что это такое? Нежность. Доброта. Понятно? Говорят, нежная какая. Мама, когда ласково гладит, вот это тоже нежность. Ссора. Ссора, верно. Красиво, Никита, не понимаю сегодня, что говоришь. Лад. Что такое лад? Ладно, согласие. Ладно. Согласен, когда хорошо. Подожди секундочку. Никита, вот говорят иногда в доме мир, да, лад. То есть все спокойно. Угу. Дальше. Боль. Куда боль прикрепишь? Куда прикрепишь? В этот или в этот? Столбик. Верно. Так, ребята, говорить не надо, это все вместе. Вот и сюда, и сюда, и сюда. Все негативные, такие не очень хорошие слова сюда мы крепим. Ребята, боль бывает, например, болит сильно голова. Бывает? А еще бывает боль, когда кто-то обидел. И очень тяжело бывает. Слезы, да, Доминичка, знаешь? Болит сердечко даже, обидно. Вот тогда возникает душевная сердечная боль. Прикрепляй.
Так, очень полезен прием «Копилка полезных советов». Мы применяем ее в конце изучения почти каждой темы. Она помогает тоже закрепить словарный запас и увидеть, понимают ли дети то, с чем познакомились. Верничка, последнее задание – это копилка полезных советов. Мы сейчас подведем итог, вспомним все, о чем мы сегодня говорили. Пожалуйста, идите сюда. Читаем правила и показываем, что вы поняли. Не перебивай. Так, не перебивай, что такое, не перебивай. Вот мы разговариваем с Говорят. Доминикой, подошел и перебивает. Не мешай, можно сказать. Не мешай, правильно думаешь? Не мешай, подожди. Обычно часто так дети маленькие делают, да? Вика делает так? Так, клади, Доминичка. Так, умей слушать, пока тебе объясняют, слушай, а не делай что-то другое, слушай, послушай, что тебе говорят, так. Сейчас на разных фрагментах уроков вы посмотрели, каким образом можно провести знакомство детей именно с такой темой, как решение конфликтов. Так, на что необходимо обратить особое внимание при формировании эмоционально-волевой сферы? Рассмотрим. Формировать адекватные эмоциональные реакции в ходе совместного взаимодействия. Важно дать возможность ощутить свою принадлежность к группе, выразить свое настроение. Учить детей действовать согласованно, актуализировать знания учащихся об эмоциях, развивать эмоциональное восприятие учащихся, познакомить их с эмоциональными средствами передачи настроения. Это интонирование речи, мимика и у детей с нарушениями слуха, конечно же, жесты. Развивать внимание к эмоциональным состояниям других людей, учить определять и передавать эмоции и настроение по мимике, жестам, движениям. Это достаточно сложно у глухих детей. Ярко выражена мимика, но не всегда правильно дети отражают именно ту эмоцию, которую нужно выразить. Поэтому этому, конечно, нужно отдельно обучать. Развивать чуткость, умение понимать другого. Учить управлять своими эмоциями. Осознавать свои и чужие эмоции, правильно их выражать и полноценно переживать. Снимать эмоциональное напряжение. Формировать навыки уверенного поведения саморегуляции. Формировать позитивное отношение к сверстникам, что очень важно. Развивать умение радоваться вместе с друзьями. Адекватно воспринимать и проявлять радость. Разделить радость, например, другого человека. Или разделить боль, помочь где-то. Ввести наглядные образы, символизирующие разные настроения. Развивать у детей умение управлять своим настроением. Вот этому научить достаточно сложно. Часто дети не могут контролировать свое поведение и показывают свои эмоции, которые могли бы скрыть. Этому нужно научить. Дать детям представление о взаимосвязи, существующей между мыслями и настроением. Развивать способность детей к рефлексии. Также учить детей искать выход из трудных ситуаций, ознакомить детей с понятием «выбор», что ты всегда можешь выбрать, каким образом, например, построить свое поведение, как отреагировать на какое-то событие. Учить прогнозировать ситуацию, учить анализировать свои поступки и поступки других людей, дать представление об индивидуальности каждого, развивать коммуникативные навыки, вырабатывать доброжелательное отношение друг к другу, развивать самооценку, регулировать агрессивное поведение, что очень сложно сделать, тренировать умение останавливаться и предупреждать и корректировать страхи. Эмоциональная сфера играет важную роль в жизни детей, помогая воспринимать действительность и реагировать на нее. Поэтому работа, направленная на развитие эмоциональной сферы, очень актуальна и важна. Для целенаправленной системной работы с детьми необходимо определить, что же брать за основу и на какие эмоции опираться. Я в своей работе применяю классификацию Изарда, куда входят такие эмоции, как интерес, волнение, радость, удивление, горе, страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд и вина. Этих эмоций более чем достаточно для работы вот конкретно с моим контингентом учащихся. Дети слабо управляют своими эмоциями. Это очень осложняет их общение с окружающими. Часто неадекватно выраженные эмоции, такие как злость, страх, стыд, радость, грусть, являются существенным барьером в установлении доброжелательных отношений со сверстниками и умения конструктивно общаться, выстраивать взаимоотношения. Очень важно эмоциональное благополучие детей.
Здесь нужно обратить внимание педагогу на то, что никакой авторитарности, равновесие между взрослыми и детьми, спокойный и доброжелательный тон на уроках и на занятиях. Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать действительность и реагировать на нее. У слышащего сверстника эмоции, которые он испытывает, легко прочитываются на лице, в позе, жестах, во всем поведении. У ребенка же с нарушением интеллекта и нарушением слуха эта сфера затруднена. Ребенка нужно научить правильно выражать свои эмоции, правильно реагировать на них. Поступая в школу-интернат, ребенок попадает в новые непривычные условия, в окружении незнакомых ему взрослых и детей, с которыми приходится налаживать взаимоотношения. В этой ситуации педагогам и родителям необходимо объединить усилия для обеспечения эмоционального комфорта ребенка, развития умения общаться со сверстниками. В условиях школы-интерната формирование эмоциональной компетентности детей осуществляется через, например, чтение комических, трагических, исторических, детских художественных произведений. Ниже мы об этом увидим. Рассматривание картин с ярко выраженным эмоциональным фоном, театрализованную деятельность, которая в любой школе ярко представлена, я думаю, на всех праздниках, на различных мероприятиях. Решение проблемных задач. Беседы с детьми по развлечению и дифференциации эмоциональных состояний. Это проводится на различных уроках, разумеется, на уроках СБО в том числе. Так, просмотр фильмов и мультфильмов эмоционального содержания, проигрывание ролевых ситуаций эмоционального содержания с использованием вербальных и невербальных средств эмоционального выражения. Использование дидактических игр и упражнений, направленных на распознавание эмоций и чувств. Уроки социально-бытовой ориентировки помогают подготовить детей к общению со взрослыми, к овладению приемами и навыками эффективного межличностного общения со сверстниками. Это установление дружеских отношений, готовность к коллективным формам деятельности, умению самостоятельно разрешать конфликты, к принятию и соблюдению этических норм, способность к ответственному поведению. Так, при формировании эмоционально-волевых компетенций на уроках СБО важно вначале полноценное восприятие ребенком необходимых сведений, правильное формирование действий, приемов, например, при формировании правильного поведения. Затем, после знакомства, разнообразное их закрепление и регулярное применение на практике, что происходит и в рамках школы-интерната, и в домашних условиях тоже. Ребенок должен получить конкретные результаты в освоении необходимых ему в жизни социально-бытовых знаний и умений. Необходимо четко планировать свою работу, учитывать социально-бытовой опыт каждого ребенка, уровень его развития, индивидуальные особенности и возможности, то есть осуществлять дифференцированный индивидуальный подход к учащимся. Важен контроль над динамикой усвоения детьми социально-бытовых знаний и умений, то есть важна педагогическая диагностика. Важно сделать максимально наглядным весь учебный материал, особенно для детей с нарушениями слуха, когда зрительное восприятие несет огромную роль. Использовать натуральные предметы, изображения, фотографии, схемы, формировать представления в ходе экскурсий, наблюдений за реальными объектами, жизненными ситуациями, оценивать действия, поступки людей в этих ситуациях, моделировать подобные ситуации на занятиях. Средством повышения уровня развития ребенка со сложной структурой дефекта служат коррекция и компенсация недостатков его развития. Важно развивать умения, выделять главное, анализировать, сравнивать, обобщать, связывать новый материал уже с ранее усвоенным. От выполняемой деятельности ребенок должен получать чувство удовлетворения, то есть деятельность должна быть обязательно положительно мотивирована. Формируемые у ребенка знания и умения должны быть доступны. Положительная оценка педагогам деятельности утверждает у детей веру в себя. Важно поощрять каждую маленькую победу отдельного ребенка, его усилия и старания. По поводу доступности я хотела бы обратиться к тому, какие фрагменты уроков сегодня были показаны. Видно, насколько просто были даны для знакомства достаточно сложные понятия. Так, игровые методы и приемы позволяют педагогу осуществить обучение детей в более доступной и привлекательной для них игровой форме. Успешность педагогической работы по социально-бытовой подготовке учащихся в рамках школы-интерната зависит от взаимодействия учителя и воспитателя. Это очень важно. От согласованности их действий, информированности о работе друг друга и ее результатах, скоординированности планов работы. Обучение по СБО должно приближать учащихся к реальной жизни,
Важно опираться на жизненный опыт. Программа СБО составлена по концентрическому принципу, и в течение всего времени изучения предмета основные разделы, такие, например, которые касаются именно эмоционально-волевых компетенций, это культура поведения, культура общения и другие. Повторяются они из года в год, дополняясь новыми сведениями. Это способствует более прочному усвоению изучаемого материала. Рассмотрим тему уроков, на которых активно ведется работа по формированию эмоционально-волевых компетенций. Это тема семья, отношения между членами семьи, уважение к старшим, правила ухода за младшими детьми, культура поведения, форма обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании, способы ведения разговора со сверстниками и со старшими, где дается алгоритм, прорабатывается алгоритм у детей, и они пытаются строить именно диалог, как, например, между взрослым, между учителем и ребенком, между ребенком и родителями, между сверстниками. Адекватность поведения в обществе, вот такая тема. Правила поведения в общественных местах. Поведение при посещении массовых мероприятий. Прием гостей, поход в гости, подготовка к походу в гости. Эта тема очень обширная и включает очень много элементов подготовительных. Правила поведения в гостях. Правила поведения при вручении и получении подарков. Тоже тема именно на этот раздел. Правила поведения за столом. Навыки правильного поведения во время приема пищи, прогулки, игры, учебы, совместной деятельности. Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми, соседями. Культура общения юноши и девушки, внешний вид молодых людей, правила общения со взрослыми и со сверстниками. Здесь рассматриваются в теме правила общения именно коммуникативные стороны, коммуникативные навыки, такие как вербальные и невербальные, умение включаться в диалог, просить о помощи, обращаться с просьбой, предлагать свою помощь, написать, например, смс-сообщение, вызвать скорую помощь, если кому-то это необходимо, вызвать пожарных, если вы увидели ситуацию пожара. Именно вот таким моментами нужно научить детей на уроках СБО. Важен здесь, конечно, самоконтроль, саморегуляция поведения, навыки организации досуга. Так, на уроках СБО активно применяем опоры. Хочется поделиться опытом. Мы используем папки-помощницы. В них представлены схемы, образцы диалогов, различные алгоритмы. Диалоги со сверстниками и со старшими представлены с картинками правила поведения в общественных местах. Если проходит такой вид работы, как сюжетно-ролевая игра, разумеется, все оречевление этой игры прописывается в алгоритме. И все это хранится в папках-помощницах. Если ребенок сам самостоятельно не может оречевить не может сказать так, как хотелось бы ему, он может воспользоваться таким алгоритмом. Так, в процессе воспитания воли у учеников необходимо учитывать их возрастные особенности. Важным фактором воспитания воли является совместная работа в коллективе. Это вообще достаточно сложная работа. Ученик подражает лучшим в коллективе, старается не отставать, стремится воспитать у себя те волевые качества, которые особенно ценятся. Положительные результаты воспитания воли у учащихся дают рассказы о героях, проявивших решительность, мужество, смелость, героизм. Благоприятные условия для преодоления трудностей, а значит и для развития воли, создают занятия физкультурой и спортом. Также положительную роль в воспитании настойчивости и целеустремленности играют значимые цели и осознание долга и ответственности за порученное дело. Очень важно научить ребенка не прекращать целенаправленных усилий при возникновении препятствий, а стремиться идти дальше. Целеустремленность поддерживается достижением поэтапных целей. В определенные моменты учебного процесса для поддержания целеустремленности и повышения настойчивости целесообразно использовать эффект соперничества. Это всегда работает положительно. Также воспитание дисциплинированности, развитие самостоятельности и развитие решительности. Для формирования эмоционально-волевой сферы много полезного я подчеркнула из программы Крюковой «Слободенник», которая называется «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Полезны в работе такие дидактические пособия, как плакаты, карточки, разнообразные игры, которые мы сегодня увидим. Игра – важное средство самовыражения детей, проба сил, социально-педагогическая форма детской жизни. Приведу примеры игр, приемов, бесед, мероприятий, направленных на развитие эмоций и воли, которые проводятся мной на уроках социально-бытовой ориентировки. Ниже я хочу именно поделиться опытом.
через что же мы знакомим детей с тем, что такое эмоция. Это беседы, такие, например, как «Узнай, какая эмоция», знакомство с миром эмоций. Знакомство с эмоциями также может происходить с помощью вот такого плаката, где представлены все эмоции и состояния. Предлагаем детям повторить наглядно, глядя, например, в зеркало. Выполнить ту же самую, показать выражением лица, выразить ту эмоцию, которую нужно. Так, также используем экран эмоций, экран настроения или, как у нас использовалась, радуга настроения. Это разнообразные формы, отражающие настроение. Смайлики, цветовые жетоны. Здесь на самом деле очень много разных вариантов. Ведение дневников настроения, когда в течение всех 7 дней недели ребенок каждый день в конце дня ставит, какое же было у него настроение. Игра в кукольном театре, где проигрываются эмоции различных героев. Например, пальчиковый театр, как здесь представлен. Кубик эмоций. Отрабатываем словарный запас. Здесь вы видите сразу рядышком с выражением, с представлением эмоций прописано слово, чтобы ребенок мог еще и опираться именно на слово. Формируем такие понятия, как ласково, грубо, сердито, радостно, то есть различные эмоции. Так, беседы на основе литературных произведений, таких как, например, «Мишкина радость», через которые мы можем познакомиться с радостью, «Федорина горе», знакомство с такой эмоцией, «У страха глаза велики», где герои пытаются побороть страх. Используем также лото эмоций, это работа с карточками. Тоже достаточно интересная работа. У детей с нарушениями слуха сначала мы даем, конечно, опору, где написаны эти все слова. Затем уже дети опираются только, когда владеют словами, опираются только на изображение картинок. Так, разбор мимики определенных эмоций. Например, с эмоцией злость, глядя в зеркало с ребенком, мы проговариваем то, что видим. Как нахмурены брови и сдвинуты, как выглядят зубы, когда человек злится, губы. И попытаемся повторить. Это вот я на примере злости показала. Таким образом мы знакомим с разными эмоциями. Предлагаем детям прикоснуться к своим чувствам, которые они испытывали. Что они чувствовали, когда просили, например, что-то для себя или отдавали другим. Легко ли им было это делать? Приятно ли дарить или получать подарки? Что было приятнее делать? И вот здесь, например, целесообразно использовать такое дидактическое пособие, как вот такая кукла, у которой изменяется лицо. Мы можем подставить именно то лицо, которое выражает данную эмоцию. Часто в начале урока вместе с дыхательной гимнастикой, которую вы сегодня видели во фрагменте урока, мы проводим и гимнастику эмоций. Это мимические упражнения для расслабления мышц лица. С помощью этих упражнений мы еще и можем отработать разные эмоции. Так, вот такой вид работы тоже. Рисуем эмоции. Мимический диктант, где дети находят именно ту эмоцию, то настроение, которое сегодня они испытывают, и раскрашивают ту картинку нужную. И проговаривают, какое же настроение сегодня. С целью развития способности распознавать и выражать различные эмоции проводим различные игры. Например, игра «Угадай», где ребенок с выражением определенного эмоционального состояния предлагает угадать, что же он показывает. Остальные ребята угадывают, какая эмоция была представлена. Игра «Художники». Очень полезная игра. Развивает не только выражение эмоций, как ребенок может выразить нужную эмоцию, но и словарный запас. Участникам игры раздаются карточки с изображением какого-то определенного эмоционального состояния. Нужно нарисовать эту историю, в которой выбранное эмоциональное состояние является основой сюжета. И по окончании работы проводится выставка рисунков. Автор каждой работы рассказывает изображенную историю. То есть ему нужно не только выразить с помощью рисунка, но еще и с помощью слов описать. Игра «Четвертый лишний». Раздаем детям карточки, например, с пиктограммами эмоций и состояний, или же со словами, если дети уже знакомы с эмоциями. Ребенок должен выделить одно состояние, которое не подходит к остальным. И почему? Объяснить, почему же одно лишнее. Объяснить, как правило, всегда достаточно сложно, но учимся. Так, составьте историю по картинке. Вспомните, была ли с вами такая ситуация. Расскажите. Дети находят. Вот как раз примеры приводят из собственной жизни, а на житейском опыте всегда закрепление осуществляется значительно лучше. Игра, например, такая, как «Кого куда». Детям предлагаются портреты с различными выражениями эмоциональных чувств, состояний
И ребенку нужно выбрать детей на портрете, которых, например, можно посадить за праздничный стол. Именно такое выражение лица, которое подходит вот к нужному. Именно посадить за праздничный стол. Либо нужно успокоить, или нужно найти портрет, на котором изображен ребенок, которого кто-то обидел. Ребенок должен объяснить свой выбор, называя признаки, по которым он понял, какое настроение у каждого изображенного на рисунке ребенка. Полезна вот такая игра. Что было бы, если бы? Взрослый показывает детям сюжетную картинку, у героев которой отсутствуют лица. Детям предлагается назвать, какую эмоцию они считают подходящей к данному случаю и почему. Вот, например, во время драки что испытывают мальчики и какие лица им стоит нарисовать. После этого взрослый предлагает детям изменить эмоцию на лице героя и придумать продолжение, что было бы, если бы, например, он стал веселым, или если бы загрустил или разозлился. Игра выражения эмоций. Учитель читает отрывок из русской сказки. Например, покажу на коротких 2 примерах. Например, сказка «Баба-Яга». Баба-Яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла, и давай бить кота и ругать. А зачем он не выцарапал девочке глаза? Дети анализируют этот отрывок и приходят к выводу, что следует выражать жалость. Или отрывок из сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Аленушка обвязала его шелковым поясом и повела с собою. А сама-то плачет, горько плачет. Здесь дети выражают грусть или печаль. На русских сказках, конечно, можно очень много эмоций отрабатывать. Так, упражнение «Зеркало», о котором немножко я уже говорила. Дети изображают различные эмоции, глядя в зеркало. Например, эмоцию испуга, интереса, радости. И смотрят, правильно ли у них получается. Игра «Ласковые лапки». Тоже очень полезна для детей с множественными нарушениями. Так, подбираем предметы различной фактуры, например, кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату. Ребенку предлагаем оголить руку, например, по локоть. Учитель объясняет, что по руке будет ходить зверек и касаться ласковыми лапками. Нужно закрытыми глазами угадать, какой зверек прикасался к руке, и отгадать предмет. Прикосновения должны быть поглаживающими, мягкими, приятными. Можно прикасаться к щеке, колени, к ладони. Потом можно поменяться с ребенком местами. Это очень интересная игра проходит. Детям, как правило, это очень интересно. Помогает снять напряжение, это упражнение. Помогает снять мышечные зажимы, снижает агрессивность, развивает чувственное восприятие. Ну и словарный запас, если мы все это проговариваем. Упражнение «Одень страшилку». Часто дети испытывают страхи. Например, вот педагог заранее готовит черно-белые рисунки страшного персонажа. Например, Бабу-Ягу, или часто дети, как ни странно, боялись Деда Мороза. Ну, чтобы решить эту проблему, бывает такое, что Дед Мороз одевается прямо в присутствии детей, чтобы не было страха, либо ребенок должен надеть его, такое упражнение, при помощи пластилина. Ребенок выбирает пластилин нужного цвета и размазывает внутри страшилки, это картинка, например, на картоне, размазывает пластилин внутри страшилки. Когда дети оденут страшилку, они рассказывают о ней. Таким образом тоже можно побороть свой страх. Упражнение «Незаконченные предложения». Детям читаем начало предложений, которые им надо закончить. Например, «Мне весело, когда». Дети должны продолжить. Или «Мне грустно, когда». «Я чувствую себя смелым, когда». Или «Я горжусь собой, когда». Дети продолжают. Большое значение имеет арт-терапия. Это такое, например, упражнение, как «Нарисуйте свое настроение с помощью красок». А уж если предлагаем детям использовать вместо кисточек свои пальчики, это упражнение всегда идет на ура. И, конечно, работы в основном получаются яркие, красочные. Так, результаты работы не всегда проявляются быстро. Результаты работы конкретно по формированию эмоционально-волевых жизненных компетенций у детей со сложной структурой дефекта результаты не всегда проявляются быстро и бывают не такими наглядными, как при обучении детей, например, чтению, счету или письму. Поэтому не стоит ждать быстрого показательного эффекта. Однако, как показывает практический опыт, постепенно положительные результаты начинают проявляться. У детей исчезают нежелательные формы поведения, появляется способность выполнять такие виды деятельности, которые раньше были им недоступны. И хочется сказать вам, если вам интересно с детьми, а им с вами, если вы проявляете терпение и любовь к детям, то результат обязательно появится. Хочется пожелать всем педагогам, работающим с детьми, со всеми детьми и в том числе и с детьми со сложной структурой дефекта, пожелать творческих успехов и терпения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!